Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова, наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии ослепительная Мира Аргунова. Мира, здравствуйте! Здравствуйте, Вета! Арт-художник, член Союза художников России, отличник культуры Республики Саха-Якутия. И я узнала, что вы еще и преподаватель английского языка. Чем дольше я с вами общаюсь, тем больше вы меня удивляете. Кроме этого, вы знаете еще, кроме русского и якутского, еще языки французский, тюркский и еще какой-то язык. Ой, я просто в восторге, как у вас столько много всего помещается. Сейчас только середина июня, а у вас уже статусы. Вы спикер на неделе креативных индустрий, куратор выставки на фестивале «Халбон», участник всероссийского пленера, да, правильно? Пленера. И еще полмесяца, а вы уже столько всего успели. Как вам удается столько всего успевать? И сегодня мы, наверное, остановимся на каждом из этих мероприятий, чтобы рассказать нашим слушателям и зрителям, кто не успел побывать, что там было интересного. И вы выступили в разных ипостасях, и куратор, и организатор. Расскажите, пожалуйста. Во-первых, действительно, у нас очень много хороших, творческих, активных людей, и мне кажется, всегда везет на хороших друзей. Наверное, в этом секрет того, чтобы все везде успевать. А в целом, мне кажется, что нам очень повезло, что в Якутске проходит так много мощных, масштабных мероприятий, таких как неделя креативных индустрий, на которую съехался весь Дальний Восток. Я слышала, что было подписано просто неимоверное количество соглашений на просто фантастические суммы. И даже с Индией в области кино, мне кажется, это просто фантастика какая-то. И, конечно, выступить в качестве спикера на таком серьезном мероприятии — большая честь. Надеюсь, что мое выступление вдохновило слушателей на создание своих собственных проектов в области искусства и культуры. Также у нас проходят такие мероприятия недавно, как Всероссийский Сабантуй. Просто удивительно, что он проходит у нас. Все удивляются и все радуются очень сильно. И Всероссийский пленэр. Пленэр называется «Дорогой северных пленеров», и в него входит несколько городов вообще в этот проект, такие как Салехард. Некоторые мои друзья из Салехарда там тоже приняли участие. Я боюсь неправильно перечислить все, потому что там целая серия городов. Красноярск, Владивосток, Анадырь. Но поскольку организационная часть очень сложная, поэтому некоторые города участвуют, а некоторые иногда отменяются. И пленэр стал возможен в Якутске благодаря тому, что нас прекрасно поддержало Министерство культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. А вообще организаторы пленэра — это ОНО «Арктические инициативы» и Ассоциация художников-пленэристов. И, конечно, наш союз художников тоже отозвался. Вообще на пленэр к нам в Якутск приехало 9 художников из Воркуты, Мытищ и, конечно же, Москвы. А из Якутии приняли участие 4 члена Союза художников России. Это член правления нашего регионального отделения Наталья Васильевна Николаева, с которой вы уже знакомы, народный художник Республики Саха-Якутия и заслуженный художник России Юрий Васильевич Спиридонов, мой друг, тоже член Союза художников России Семен Чеканов и ваша покорная слуга. Мы все приняли участие очень активно, съездили на разные совершенно локации, в этнографический комплекс «Дружба», на Кангаласский мыс, на Табагинский мыс. Я, кстати, там ни разу еще не была. Еще на предприятия на какие-то вы крупные ездили, я да, у вас видела. Даже это на Жатайский судоремонтный завод. Мне так понравилась эта идея, думаю, как интересно. Это вообще фантастика. Оказывается, организаторы сотрудничают с фестивалем «Время вперед». Я когда-то тоже принимала в нем участие в самом первом сезоне. Моя картина прошла финал «Сила Сибири». Поздравляю вас. Спасибо.
эта картина была написана как бы по таким натурным материалам, и еще материалы, которые мне присылали ребята, которые прямо сами монтировали «Силу Сибири». Это было вот несколько лет назад. А я всегда слышала, что у нас есть Жатайский судоремонтный завод, но как-то было нереально туда попасть. Я даже не представляю, это же режимный объект, режимный объект. И благодаря этому мероприятию, Всероссийскому пленэру, мы попали туда. Это просто за гранью реальности. Фотографии такие интересные, там вот люди, которые там работают, и вы как-то вот среди этого, это так как-то уникально. Я в соцсетях посмотрела. Вообще, пленэры — это когда художник рисует с натуры. Да. Я, когда готовилась к нашему сегодняшнему эфиру, я увидела ваше интервью, которое вы давали, когда еще одному из местных изданий наших, когда еще учились быть художником. И вы там сказали, что чтобы передать вот именно все краски, да, и вот это настроение, вы можете стоять по колено в воде, вы можете на самую крутую гору взобраться, то есть это такой риск. Еще вы сказали, что живопись — это не для слабаков. И когда я смотрю ваши фотографии, я думаю, ну действительно, это ведь очень сложно, под палящим солнцем, часами можно простаивать, вернее, нужно, да, простаивать, чтобы нарисовать картину, чтобы передать вот этот вот какой-то момент, да, ухватить. Да, все так и есть. Даже вот сейчас, когда мы принимали участие на Жатайском судоремонтном заводе, честно говоря, я нашла такой мотив, просто сюрреалистичный. Смотришь, я случайно посмотрела наверх. Обычно мы ищем какие-то объекты вокруг себя на уровне глаз, скажем так. А тут, я не знаю, видимо, срабатывает, когда ты чувствуешь на себе чей-то взгляд, тебе хочется посмотреть. Я не знаю, как это работает. В общем, когда мы шли, оглядывали завод в поисках каких-то локаций для своих будущих картин, мне захотелось поднять голову наверх, и я увидела, что двое сотрудников завода смотрят сверху на меня, сверху с судна. Там, то есть суда стоят на ремонте. И это выглядело как-то просто нереально красиво, как мне показалось, так живописно и с точки зрения композиции, и просто их такие брутальные, мужественные лица. В общем, я их попросила, чтобы они мне немножко попозировали. Застыли. Да. Остановись мгновение. А это был, оказывается, обеденный перерыв. И заканчивала я уже, когда смена началась. Мне сказали, вообще зря вы тут встали, зачем вы тут? Сейчас может на вас что-нибудь упасть железное. В общем, это действительно такое рискованное, скажем так, предприятие. Но мне очень понравилось, и все очень бережно со мной обращались, берегли меня, там, советовали, куда мне лучше отойти подальше от опасных работ. Рискованно быть художником. Это созвучно как быть фотографом, да, что хороший фотограф, он, чтобы вот ухватить какой-то момент, он может упасть, изваляться в грязину, чтобы вот этот вот кадр, да, у него получился каким-то таким. Это про то, что вы написали, что для вас очень важно вот в ваших соцсетях, в статусе поймать вот эту вот эфемерность красоты, сущность красоты. Это вот про это? Да, все мое творчество, оно посвящено этому. Кстати говоря, мы записали видео с участниками пленэра. Я предлагаю посмотреть его. Давайте со звуком, да? Да. Давайте посмотрим наши Добрый день, режиссеры. дорогие друзья, я Мира Аргунова, и мы находимся на Всероссийском пленэре. С нами художники из Москвы. Здравствуйте, Слободич Андрей меня зовут. Я работаю в Якутии. Друзья, мы приглашаем вас сейчас на выставку, которая откроется в галерее Иргел и будет идти до августа. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Мулин. Я художник из Москвы. Я хотела бы представить участницу нашего пленэра Миру Аргунову. Мира, расскажи, пожалуйста, о своей работе. Что здесь изображено и где была сделана эта работа? Эта работа была сделана на Жатайском судоремонтном заводе. Очень благодарна Всероссийскому пленэру «Дорога северных пленэров» за возможность побывать в этом уникальном месте.
Здравствуйте, я Алла Тронина, я из Лутиш. А, Больше всего мне нравится вот эта вот моя работа, потому что здесь я нашла своих предков. Мои предки поморы, а это поморский коч. И поморский коч на оленя мне очень близок и дорог. Спасибо. Я Инга Страхова, и мне очень понравился пленер «Путь». Из поколения в поколение, из века в век живут в мире и согласии чукчи, эвенки, саха, югагиры, староустинцы, которые именно прославляют, сохраняют северную арктическую зону нашей республики, Арктики. И мы, конечно, гордимся всегда нашим искусством, культурой. И в первую очередь вот именно наш фольклор, так, наше народно-прикладное искусство, которое мы сохранили, оно передается из поколения в поколение благодаря людям, которые после себя оставляют произведения искусства. Сколько интересных картин, да, подарили вы зрителям? Кстати говоря, выставка «Вюргел» будет работать до 31 июля. И в этом отношении я хотела бы поблагодарить директора галереи Юрия Васильевича Спиридонова, поскольку галерея «Вюргел» вообще славится тем, что она поддерживает все самые смелые, все самые яркие, быстрые творческие проекты в Якутске. И сейчас тоже не исключение. И еще хотела бы поблагодарить куратора нашего пленера Ольгу Андрианкину, которая очень здорово вообще в целом все организовала и придумала прекрасные локации совместно с нашей стороной, с Натальей Васильевной Николаевой. А вообще мы в целом проводим очень много мероприятий и скоро планируем, как я уже в прошлый раз рассказывала, один масштабный проект, связанный с городскими пространствами. Совсем скоро мы объявим Open Call. Сейчас у нас как бы идет организационная такая часть работы. И как только все доведем уже до финала, сразу же объявим об этом, ну, прежде всего, в социальных сетях. Поэтому, если наши зрители интересуются участием в творческих проектах, то я предлагаю найти меня в соцсетях, особенно ВКонтакте, поскольку там я чаще всего и быстрее всего выкладываю всю информацию, добавиться в друзья и быть на связи, чтобы, возможно, принять участие в наших проектах. Мне кажется, здорово, когда случаются такие коллаборации, и мне кажется, нет ничего более волнительного, чем открывать миру новые имена. И один из таких проектов прошел вот в начале июня. Это фестиваль «Халбон», где вы были куратором выставки и тоже приглашали поучаствовать абсолютно всех людей. Там могли участвовать и дети, и взрослые. Ну, конечно, все-таки с учетом каких-то условий и требований к этой выставке, которые прилагались. Как все прошло? Да, Халбон, я думаю, все любители андеграундной музыки в Якутске, мне кажется, все знают об этом фестивале, потому что он проходит уже не первый год. И, наверное, это даже такое уже культовое мероприятие, особенно в сфере такой фестивальной музыки. И каждый год на этом фестивале была организована выставка. Она была такая почти полустихийная, такая очень веселая, поскольку сам фестиваль с точки зрения музыки очень профессиональный. На нем выступают наши прям топовые рокеры, и такие как Кутурар или Ордо. Ну, там не совсем рок, конечно, но вот. А вы любите рок, да? А мне разная музыка нравится. Вот Elements of Dust, например, сейчас слушаю на повторе, мне очень, очень заходит их музыка. Мне кажется, она напоминает как-то Ханса Циммера, но при этом с каким-то нашим таким колоритом. И вот поскольку еще приезжают, кстати говоря, звезды из Монголии и еще из других стран. И поэтому, поскольку музыкальный уровень очень высокий, то организаторы решили, чтобы в этом году часть с выставкой тоже поднять на профессиональный уровень, поэтому они пригласили меня. Но вообще мне эта идея очень отозвалась, поскольку мне близка
тоже миссия о том, чтобы делать какие-то классные коллаборации, открывать миру новые имена. А у организаторов как раз тоже такая миссия показывать разные синтез искусств и ремесел. То есть они показывают всех мастеров, которые у нас есть, таких активных. И мне кажется, это очень классный такой демократичный формат. Когда я пришла куратором, мы объявили очень большой open call. И, кстати говоря, позвольте выразить благодарность, что поддержали нас в этом и тоже помогли распространить информацию. К нам пришло очень много заявок. Также я как куратор лично пригласила несколько молодых художников, таких ярких, профессиональных, например, графиков из группы Агыс Харах, 8 глаз, в том числе Машу Астрелину, Дашу Тартакынову, очень известную художницу, делающую куклы Харчану Баппагай, Айлгану Панохову, которая славится своими тонкими работами в сфере ДПИ, декоративно-прикладного искусства. Простите мой профессиональный жаргон. Ну, вы поясняете, все понятно. Василий Камшилин принял участие, и он также мне очень помог с монтажом выставки. Я ему очень благодарна в этом плане. Так здорово, когда есть такие хорошие друзья. И в целом получился очень крутой состав. Там больше половины молодые, профессиональные, такие яркие художники. Ну, я тоже приняла участие. И вообще вы очень дружные все. Я вот отметила, что вы как-то держитесь все вместе. Вот художники, которые, ну, примерно одного выпуска, да, как-то, или которые в одно время как-то вступили в союз художников. Когда вот вы приходили все вместе на эфиры, вот чувствуется, что вы друг друга поддерживаете, очень как-то бережно относитесь к творчеству друг друга. И вот на выставке, которая проходила в Доме художников, я тоже это отметила. И выступали ваши преподаватели, которые сказали вам такое напутствие: держитесь вместе, что вот они тоже так же держатся, и это, ну, большое подспорье такое для каждого из них. Но у нас вообще такое хорошее комьюнити, мне кажется, в плане живописи, потому что мы быстро как бы дружимся из-за того, что часто бываем близки по духу. Из-за этого тут даже нет такого ограничения, что только по году выпуска или вступления. У нас очень много классных творческих проектов и со старшими, очень опытными, титулованными коллегами. И, например, Холбон — это, наоборот, был проект, на котором мы постарались раскрыть только даже еще не вступивших в союз художников. Некоторые художники-любители, в том числе такие тоже были талантливые. Но у нас был кураторский отбор, то есть мы не взяли всех подряд, а мы посмотрели и отобрали лучшие работы. Тоже видите, это как ответственно, да? Да. Чтобы кого-то не упустить. 32 автора. Это, мне кажется, очень хороший показатель. Прям классные работы. И они такие совсем разные, в разных техниках. Некоторых ребят я вообще не знаю лично. То есть такого не было, что только своих друзей. Специально мне было интересно увидеть творчество людей, которых я даже лично не знаю. Но мне кажется, что когда ты видишь чьи-то работы, то ты уже их лично, как будто лично знаешь. Потому что, как говорил Репин, красота — дело вкуса, а для меня она в правде. И как бы то ни было, ты всегда видишь по работе, насколько вот человек относится и к правде, и вообще какой у него вкус. И очень многое можно сказать, просто глядя на картину. И поэтому, глядя на их работы, мне кажется, я уже знаю их примерно как людей. Да, и в людях вы цените и честность, и доброту. Тоже у вас есть такое. В статусе прочитала. А правда это имеется в виду, чтобы это было похоже на реальность, то, что человек изображает? Или правда в том, как он это видит? То есть вот не изменить себе? Да, наверное, скорее, как он видит. Потому что, ну, оно же совпадает часто. Ну, хотя, наверное, у кого какой подход. Единственное, что бывают такие моменты, когда и не видит человек так, и в жизни этого нет. Но это, опять же, выбор художника. Я не говорю, что это правильно или неправильно. Мне близко то, чтобы обязательно все-таки было искренне, честно, и твой взгляд был передан. И мне кажется, что не только касается пейзажей, там, допустим, импрессионизма, но, допустим, если мы говорим о портрете, то важно увидеть душу. Поэтому очень важно, очень ответственно относиться к своим произведениям.
Мира, спасибо вам большое. У нас сейчас будут короткие 4 минуты, но затем мы снова вернемся в студию и продолжим говорить о тех проектах, которые... Дорогие друзья, мы продолжаем. Сегодня в нашей студии художник Мира Аргунова. Мира – член Союза художников России, отличник культуры Республики Саха-Якутия и многогранный интересный человек, и куратор, и организатор, и спикер многих проектов, которые в июне прошли уже в нашем городе и которые еще будут проходить. Вообще, Мира, с вашими картинами я познакомилась удивительным образом. Я пришла в нашу глазную поликлинику, офтальмологию, и вдруг увидела, что стены коридора украшены изумительными картинами, и от одной я просто не могла оторвать глаз. Я вроде бы уже и ушла куда-то там к кабинету, куда мне нужно было. Я потом возвращалась и смотрела, и смотрела. «Многоликая Россия». Эта картина называлась. И, конечно, я обратила внимание на автора этой картины, и потом начала гуглить. И вот таким образом обратила внимание на вас. Это было сколько-то лет назад. Как приятно, что вы помните эту выставку. Сейчас она уже закрылась. И, кстати говоря, вы так подвели к нашей главной, можно сказать, новости. Завтра, правда, без открытия, но тем не менее откроется еще одна моя персональная выставка, совместный проект, опять же, с Якутской республиканской офтальмологической клинической больницей. Здесь я хочу поблагодарить главного врача глазной больницы, победителя, кстати говоря, всероссийского конкурса «Лидеры России», кандидата медицинских наук Ивана Петровича Луцкана и весь коллектив Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Этот проект, который сейчас мы представляем, он был создан совместно. Он уже объехал, по-моему, 10 регионов, получил высокую оценку экспертов Национальной премии «Россия. Страна возможностей», участвовал в этой премии, и из 33 тысяч заявок со всей страны вошел в 100 лучших проектов. Причем 100 лучших проектов — это в 13 разных номинациях, а в номинации «Культура и творчество» было всего 8 проектов. Так что это, можно сказать, уникальный проект. И вот сейчас мы его привезли, наконец, в Якутск. Его можно увидеть, опять же, в Якутской республиканской офтальмологической клинической больнице. Там появился новый пристрой. Вообще удивительно, как эта больница развивается. Если честно, когда находишься в ее стенах, она даже не похожа на больницу. Кажется, что ты находишься то ли в каком-то выставочном зале, то ли в каком-то образовательном учреждении. Но благодаря вашим картинам. Я надеюсь, что удается немножко внести свою лепту. Я вообще подумала, что они настолько прекрасные и красивые, что, глядя на картины Миры Аргуновой, можно прозреть. Дай бог. Да, и как-то это вот то, что глазная больница, да, и картины — это же восприятие глазами, да, что как будто бы ваши картины даже лечат. Я на это надеюсь, потому что, по крайней мере, говорят, что они очень поддерживают, лечат душу. Я надеюсь, что мало ли, может быть, есть еще какие-то положительные эффекты, но во всяком случае мы все знаем, что цвет влияет на здоровье в том числе, и на психическое здоровье, и на в целом физиологическое даже. А я, когда работаю над картинами, всегда думаю об этих цветовых сочетаниях, поэтому вполне возможно, что они оказывают в том числе какой-то положительный эффект. И, кстати, выставка будет на 2 площадках, в том числе в квартале труда, и в этом отношении хочется поблагодарить также директора квартала труда Наталью Алексеевну Нарушевич. Они тоже проводят супер классные мероприятия и сейчас поддерживают очень крупное мероприятие в области медицины. Это, я боюсь неправильно назвать, но, по-моему, это международная конференция в области как раз-таки медицины. Приедут представители из разных регионов России и, наверное, других стран. А часть, получается, картин будет показана также в квартале труда. Можно будет увидеть там и непосредственно в самой глазной больнице. То есть как бы на 2 части разделили. Да, и удобно, да, кому-то район этот удобен, кому-то удобен другой район. Да, можно так сказать. А вы как выбираете локации, где представляете свои картины? Что является важным для вас? Прежде всего, мне важно, чтобы там были ответственные люди, поскольку картины — это,
я работаю над каждой картиной как над драгоценностью. Каждую деталь выверяю, поэтому у меня нет случайных работ, которые мне не жалко, скажем так. Поэтому мне, конечно, хочется, чтобы принимающая сторона была максимально организованная, ответственная. Чаще всего мы работаем с государственными музеями, муниципальными галереями. К примеру, скоро, после окончания выставки в глазной больнице, эта коллекция в составе большой коллекции из 100 картин направится в картинную галерею города Набережные Челны, которая примет ее в конце июля. Но также мне нравятся экспериментальные площадки, и в том числе вот проекты совместно с глазной больницей. Мне кажется, это интересно. Мне вообще нравится идея про то, чтобы сделать искусство ближе к народу. У меня есть несколько таких проектов. Скажем, мы когда-то с Агики проводили похожий проект вот с глазной больницей, и скоро планируем провести такой проект, о котором я как раз так немножко закидываю затравки и призываю зрителей подписаться на мои соцсети, чтобы не пропустить open call, как только мы его объявим. Вы говорите сейчас про совместный проект с Агики, когда вы хотите собрать всех выпускников. А нет? вот, кстати, говорит, да, вы правильно подвели, потому что тот проект, у нас, в общем, 2 проекта впереди. Один, вот тот, про который я как бы говорю очень обтекаемо, поскольку там задействовано много площадок, и организационная часть еще как бы в разработке. А вот тот проект с Агики действительно нас ждет осенью, в начале осени. У нас будет крупный проект с Агики и Кварталом труда. Опять моя благодарность ректору Арктического государственного института культуры и искусств Светлане Семеновне Игнатьевой, проректору Станиславу Семеновичу Иванову и директору Квартала труда еще раз Наталье Алексеевне Нарушевич, потому что именно они поддержали наш проект. Я надеюсь, что это будет что-то невероятно, и это точно будет беспрецедентное для Якутска шоу, чтобы какой-то институт сделал крупную выставку всех своих выпускников за все годы. Я, честно говоря, вдохновилась проектом, который провел Суриковский институт, и вообще сейчас в Москве это принято. Художественные вузы проводят крупные выставки своих выпускников. Это масштабная работа, огромный труд, конечно. Я себе даже не представляю, сколько там придется вкладываться, но я уверена, что результат того стоит. Мне хотелось бы, прям я надеюсь очень сильно, что в нем примут участие выпускники всех отделений, которые так или иначе связаны с изобразительным искусством, скажем, декоративно-прикладное, графика, дизайн, живопись, само собой, чтобы выпускники всех, начиная с первых. И очень надеюсь, что если среди наших телезрителей есть такие выпускники Агики какого-либо года, может быть, этого года, а может быть, самого первого, и все, что посередине. Пожалуйста, напишите мне, найдите меня. Меня очень легко найти. Можно набрать Мира Аргунова в соцсетях, либо просто в поисковике. Сразу выходят все мои аккаунты. Можно написать мне в Телеграме, ВКонтакте, в разных нерекомендуемых местах тоже. Да. И в рекомендуемых, и в нерекомендуемых. Рекомендуем везде написать. А также, может быть, среди наших зрителей есть родственники, близкие, друзья выпускников Агики. Мне кажется, было бы здорово, если бы вы своим близким передали бы эту новость, потому что мы ждем эти работы в августе-сентябре. Open Call тоже будет, опять же, на моих страницах в соцсетях. И я очень надеюсь, что это будет незабываемое шоу, потому что Агики — это лучший вуз в сфере культуры в России. Друзья, кто закончил Агики и у кого есть друзья, знакомые, какие-то, может быть, даже приятели, да, кто имеет отношение к Агики, пожалуйста, скажите всем, чтобы нашли Миру Аргунову в контактах, написали и обязательно приняли участие осенью в таком масштабном мероприятии. Это действительно будет феерично и эксклюзивно. Это будет явно не повторится, да? Так часто.
Мира, я еще хочу про ваши персональные выставки поговорить. В прошлый раз мы начали говорить о вашей выставке «Ожившие картины Миры Аргуновой». Мы об этом поговорили, но не увидели видео. И, конечно, наши зрители ждут с нетерпением, те, кто не был на этом проекте, воочию не видел. И я тоже хочу посмотреть. И, может быть, вы скажете несколько слов, и мы посмотрим. У нас есть видео вот как раз-таки про это. Спасибо большое, Вета. Это была даже не выставка, а перформанс. Мне нравится экспериментировать с формами. И, честно говоря, не скажу, что это был только мой проект. Этот проект мне предложили провести как раз-таки вагики. Автором, инициатором стала доцент кафедры хореографии, народно-художественной культуры Республики Саха-Якутия Роза Христофоровна Бурцева. Она просто великолепный постановщик, преподаватель, сама прекрасно, не знаю, прекрасно умеет организовывать любые проекты и ставить самого разного уровня танцевальные шоу. Мы с ней ездили вместе по программе «Приоритет 2030» на Таймыр преподавать и агитировать, поступать в наш прекрасный вуз. Тогда она предложила мне сделать какой-то классный проект, где мы бы могли показать все достижения нашего института. То есть у нас как Хогвартс учат на разные специальности, в том числе дизайнеров, режиссеров, актеров, хореографов, ну и, конечно, художников. И в этом проекте приняли участие, получается, я как художник, мои картины, также ребята с дизайнерского отделения оживили их, то есть подарили им движение, что транслировалось на огромные экраны. Также они разработали как бы световое шоу, хореографы построили танцы и еще сшили классные костюмы сценические. То есть все это было такое мультидисциплинарное, мощное шоу. И мне кажется, что такого уровня шоу можно было бы не только на уровне вуза, но и в целом представлять наш регион, какие таланты у нас есть, потому что оно как бы позволяет показать очень разные таланты совершенно разных людей. Я предлагаю посмотреть, потому что в рассказе это невозможно передать, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Давайте посмотрим. Ну, это просто шоу. А это где проходило? Это проходило в Центре современного искусства имени Гагарина. Кстати Сцена говоря, хорошая. автор видео Аял Петров, очень талантливый видеограф. У нас тоже уже было несколько коллабораций с этим прекрасным, талантливым человеком. И хотелось бы еще поблагодарить фирму Уран Саха, которые предоставили, кстати, прекрасные украшения, в которых я предстаю на сцене в этом шоу. Вообще уникально. Что для вас, для самой было прям вот удивительным в таком проекте? Это же первый раз так? Это первый раз. Танцуют картины Миры Аргуновой. Получается, танец. Да, это вообще как-то
просто очень захватывающе было. И видеть, что так много людей занято в этом шоу, поскольку приняли участие, как видно из видео, десятки наших студентов как раз кафедры народной художественной культуры, и очень много студентов с кафедры дизайна. Они всю эту оболочку, получается, сделали. Это мощный коллективный труд. Я в этом отношении очень благодарна руководству института и всем, кто принял участие в этом проекте. Я тоже в вашем интервью прочитала что-то в ваших ответах, когда вы говорили, что рисовать картину — это как песня. То есть картину можно и спеть, и можно, выходит, и протанцевать. Да, мне кажется, что даже когда пишешь, то кисть танцует. Если не видишь танцы кисти, это не очень хорошая картина. Удивительно, конечно. И еще мне понравилась ваша цитата, тоже из вашего статуса, одна из ваших любимых цитат, что дорогу осилит идущий. И вы все время как будто бы осиливаете что-то, дорогу эту идете, и каждый раз какие-то вот у вас новые вершины, новые проекты, новые мечты, новые планы, и все это у вас получается. Это все потому, что, как в русских народных сказках, главный герой, когда идет, он всегда встречает каких-то замечательных персонажей по пути. Всегда мощные какие-то герои, которые всегда, очень часто сильнее его, ловче, умнее. И когда они встречаются ему, они помогают ему во всех его проектах. То есть самое главное идти, да? Движение жизни — это, наверное, про это. Если ты идешь все равно, да, то ты все равно тебе придется, раз ты идешь, придется же идти. Да, главное не становиться. Если есть идея, то, что ты идешь, значит, ты все-таки будешь преодолевать то, что будет на пути, и будешь, наверное, какие-то новые цели, потому что надо же куда-то идти. Есть такое. Главное — видеть цель перед собой. Верить в себя. Мира, конечно, вы удивительный человек, вы столько много успеваете, я уже который раз об этом говорю, и искренне восхищаюсь вашим талантом вот так настолько ярко жить. Что вам помогает? И отдыхаете ли вы как-то? Такое ощущение, что нет, и что вы все время работаете. Как говорил Черчилль, лучший отдых — это смена видов деятельности. С одной стороны, действительно, я стараюсь, чтобы отдых приходил во время как раз-таки занятий совсем чем-то другим. В то же время, мне кажется, это вопрос отношения. Если ты говоришь себе: да, я так занят очень сложной, тяжелой работой, тебе будет очень тяжело работаться. А если ты говоришь себе, что ты рисуешь свое удовольствие, конечно, ты относишься к этому, с одной стороны, серьезно, то есть там свои законы композиции, подбора цвета. Если это работа с натурой, то там тоже определенные сложности есть. Я поняла. Главное во всем то, что вы находите удовольствие. Спасибо, Мира. В нашей студии сегодня была Мира Аргунова, художник, который видит красоту и увековечивает ее. Спасибо.